Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, как мужчина брызнул в лицо оппоненту из газового баллончика в полном троллейбусе. Убегал он, еще поймали. И когда пассажиров выпускали, чтобы они на воздух вышли. Подробности инцидента в центре Казани. Крупная авария на улице Клары Цеткин. Он на большой скорости улетел в бочину. Почему оба водителя считают себя невиновными? И что решил суд в отношении подозреваемых в погроме торгового комплекса «Алтын»? Находясь на свободе, они могут продолжить заниматься преступной деятельностью. Следователи хотели, чтобы им продлили арест. Это и не только в ближайшие 10 минут. Брызнул в лицо оппоненту из газового баллончика в полном салоне троллейбуса. Инцидент произошел сегодня в районе 16 часов рядом с остановкой метро Площадь Тукая. По словам очевидцев, один из пассажиров отказался платить за проезд, после чего стал разгораться конфликт с кондуктором. За женщину заступился другой пассажир, который получил струю из баллончика прямо в лицо. Сергей Хайдаров был на месте происшествия через несколько минут. Пассажир с пассажиром, один баллончик брызнул. Подробности инцидента кондуктор этого троллейбуса рассказывает неохотно. Действия одного из пассажиров стали для нее полной неожиданностью. Говорит, что мужчина, приличный с виду и с тюбетейкой на голове, сначала отказался платить за проезд. Стал назревать конфликт, и за женщину заступился еще один пассажир троллейбуса. Однако разрядить обстановку ему так и не удалось. Тот пьяный был второй, который заступился. И что-то начал. Что, платить не хочешь? Пошел, поехал. А кто баллончиком кому прыснул? Вот этот. Который Не хотел платить, прыснул. Содержимое баллончика быстро распространялось по салону троллейбуса, в котором находились десятки человек. Водитель, быстро среагировав, открыл все двери транспорта. Воспользовался моментом и сам нарушитель. Вместе с толпой он быстро покинул злополучный троллейбус и попытался скрыться. Убегал он, еще поймали. Мы когда пассажиров выпускали, чтобы они на воздух вышли, это бежать. А как поймали? Там водитель поймал. Поймав мужчину, водитель закрыл его в троллейбусе, после чего вызвал сотрудников полиции. Рассказать о мотивах своего поступка мужчина не захотел. Теперь правоохранительным органам предстоит разбираться в деталях инцидента. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, «Вызов 112». Серьезная авария произошла на пересечении улиц Клары Цеткин и Урицкого. Там столкнулись Kia Ceed и Lada Priora. Никто из водителей не спешил признавать своей вины. Один ссылался на очевидцев. Те якобы видели, что он не виноват. А у другого был видеорегистратор, на котором все видно. Файруза Мазитова о причинах аварии. Поворачивали сюда, и он на большой скорости улетел в бочину. По версии водителя Kia, авария произошла в тот момент, когда он, следуя по улице Клары Цеткин, поворачивал налево в сторону улицы Урицкого. Но маневр не дал закончить водитель Лады Приоры, ехавший ему навстречу. В результате удара в правый бок автомобиля пострадала пассажирка иномарки. Жена пострадала, голова болит. Признавать свою вину никто из автовладельцев не торопился. По рассказам все того же водителя Kia, ДТП бы не произошло, если бы второй участник аварии соблюдал скоростной режим. И добавил, что это могут подтвердить и многочисленные очевидцы, номера которых он записал. Впрочем, у водителя Приоры тоже были свои козыри в рукаве. У него регистратор есть, показывает то, что он проехал, не моргающий. Сильно ехал просто. Оба участника при разборе аварии намерены доказывать свою правоту уже сотрудникам ГИБДД. Фируза Мазитова, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Еще одна авария произошла сегодня днем на Сибирском тракте. Недалеко от автозаправки столкнулись автомобиль АК и Kia Rio. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор проезжающего мимо автобуса. Как видно на кадрах, отечественная микролитражка, не уступая встречному потоку, повернула налево. Этого не ожидал водитель иномарки, который тщетно пытался убрать свою машину из-под удара. В результате аварии пострадала женщина, управлявшая российским автомобилем. Ее госпитализировали прибывшие на место врачи. 2 человека погибли, 1 госпитализирован в результате столкновения автомобиля Audi с грузовиком Volvo. Трагедия произошла на 919-м километре трассы М7 в Рыбно-Слободском районе. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате 50-летний водитель легковушки и его 21-летний пассажир погибли на месте. Еще один 13-летний пассажир Audi госпитализирован с травмой живота. В Ахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела по факту присвоения более 21 миллиона рублей. За скамьей подсудимых учредители одной из казанских фирм, которая занималась микрофинансированием. Следователи уверены, что финансировала она себя и совсем немалыми суммами. Правда, незаконно. Айрат Назипов с подробностями.
По версии следователей, подозреваемый с интервалом в 2-3 дня забирал себе из кассы от 3,5 до 9,5 миллионов рублей. При этом возвращать деньги она не собиралась. По данному факту в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это присвоение или растрата. Несмотря на причиненный ущерб в особо крупном размере, будучи допрошенной в качестве обвиняемой, свою вину женщина так и не признала. Тем не менее, с учетом доказательств, собранных следствием, в отношении нее судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Для возмещения причиненного ущерба арест был наложен не только на свободу, но и на имущество обвиняемой. В списке арестованных ювелирные изделия и недвижимость, принадлежащая фигурантке. Айрат Назипов, Сергей Хайдаров, вызов 112. Полицейские Казани просят оказать содействие в розыске 80-летнего Старкова Владимира Михайловича. 5 июля в 9 часов он ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, коротко стриженные. Особые приметы: шрам в правом углу живота после операции. На момент исчезновения был одет в черную куртку, синий трико с белыми лампасами, коричневые ботинки и черную кепку. При себе красный зонт с темными квадратами. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, полицейские просят сообщать по телефонам, указанным на экране, или в дежурную часть отдела полиции «Гвардейский». Сегодня в Ахитовском районном суде Казани 5 подозреваемым в нападении на торговый центр «Алтын» продлевали меру пресечения. Напомним, 16 марта этого года группа молодых людей в медицинских масках пробежались по торговому центру, круша все на своем пути. Арест заканчивается через 5 дней. Следователи настаивали на продлении нынешней меры пресечения. Адвокаты же уверяли, что на свободе они никому не опасны. Рамиль Шайдуллин выслушал доводы и узнал решение суда. Разбитыми витринами и ущербом в десятки тысяч рублей закончился для продавцов «Алтына» рабочий день 16 марта. На камерах видеонаблюдения видно, что группа людей в масках хорошо знает, зачем пришла. Для того, чтобы устроить погром на первом этаже торгового центра, им понадобилось меньше минуты. Такой вандализм в самом центре города для продавцов стал полной неожиданностью. Однако были и те, кто пытался ответить налетчикам. Как бы пинали отдел, я как бы прятаться пыталась, потому что я за витриной, которую они пинали. У них лица растерянные были, то есть как будто они не знали, что крушить. Мне кажется, что это был вообще какой-то отвлекающий маневр. Либо какие-то разбирательства между алтыновскими своими ребятами. Может быть, кто-то за что-то отомстил. Закончив начатое, по словам очевидцев, группа налетчиков быстро скрылась с места преступления на поджидавших их автомобилях. Первый подозреваемый сотрудниками полиции был задержан в этот же день. Им оказался Илья Спиридонов. Позже к нему присоединились и 4 предполагаемых подельников. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодняшнем заседании Ахитовского суда решалось, останутся ли подозреваемые за решеткой. Срок их меры пресечения истекает через 5 дней. По мнению стороны обвинения, на то, чтобы оставить подозреваемых в СИЗО, есть ряд причин. Находясь на свободе, они могут продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, либо иным способом воспрепятствовать производству по данному уголовному делу. В зале суда, кроме действующих лиц, с волнением вердикта ждут и родственники подозреваемых. На ходатайство обвинения адвокаты привели свои причины выбрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Одной из главных в череде доводов стало то, что вся 5 пришла в полицию с чистосердечным признанием. Мой подзащитный не имеет криминального прошлого, ранее не судим, имеет положительные характеристики, семью, является единственным кормильцем. Мать находится в тяжелом состоянии. Однако такие доводы меру пресечения не смягчили. Все 5 подсудимых по решению Ахитовского суда останутся под стражей до 16 сентября этого года. Рамиль Шайдуллин, Сергей Хайдаров, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.